Доброе утро. Спасибо, Рахман. Собираясь в путешествие, ты должен быть готов к тому, что не будешь знать, где ночевать, что кушать, где окажешься в конце дня. Конец предыдущего дня нам подарил ночевку на берегу шумной горной речки, недалеко от поселения под названием Ангудай. Проснувшись, мы были поражены красотой, которую скрывала от нас ночь. Но мы и не могли представить, что настоящая оглушительная красота, от которой перехватывает дыхание и пропадает дар речи, еще только ждет нас впереди. Почти весь наш третий день был посвящен великому и могучему Алтаю. Мы были просто в дичайшем восторге от этого нереального края. Мне хотелось заснять все. Хотелось, чтобы все увидели этот мир теми глазами, которыми видела в тот день его я. Конечно же, в миллиардный раз повторять, что камера не передает все величие природы Алтая, не имеет никакого смысла. Но сейчас, спустя уже почти 2 года, монтируя эти кадры, я понимаю, что память все же начала стирать впечатления, и их яркость немного потускнела, а видео до сих пор хранит все в первозданном виде. И у меня до сих пор мурашки от этой величественной красоты. Привет. Как водичка? Вкусная? Великолепная. Просто вообще. Такое тихое место. Смотровая площадка слияния Чуи и Катуни. Искитмеля. Поразительное место. Действительно не написать пером. Нужно увидеть. И ни одна камера не может передать. Обалденно. Какой здесь воздух. Слияние 2 рек – уникальное природное явление. В Горном Алтае несколько таких мест. Каждое считает местом силы. Чуй-Азэ, что в переводе означает «устье реки Чуя», называют в Горном Алтае слияние святынь Катуньи и Чуи. Это место – одна из главных достопримечательностей Чуйского тракта. Территорию издревле считают священной. Чуя
белая и мутная, Катунь бирюзовая. Даже смешавшись, реки делят четкая граница. Это и союз, и противостояние в одно время. Вместо силы и энергии, не иначе. Переплетение контрастных по свету вод суровых алтайских рек завораживает. Таптым әлі. Исе шешеге салып жіберсең, Алтай өләннәре белән шәйіп қарыға әлем. А это замечательный памятник труженикам дорог, водителям Чуйского тракта. Он оформлен в соответствии с песней «Есть по Чуйскому тракту дорога», герой которой Колька Снегирев водил автомобиль АМУ, известный в народе как полуторка. Вот такая вот штука. Тут красота, 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 красот. Вот посмотрите. Жалынында хамын мен ашымды таныш, сенің яқтан ескен жерлер есе Некоторое время спустя навигатор подсказал нам о том, что прямо на пути нашего следования уютненько расположился большой водопад. Мы идем к водопаду, который называется Ширлак. По легенде, во время захватчиков девушка там бежала с братом, предпочла смерть, нежели плен. И вот в честь нее там пробил, водопад. Ну, как у всех водопадов, естественно, существует легенда. Ух, водопад, водопадушка, Ширлак. Как водичка? Бодрится. Что, как вода? Бодрящая вода, бодрящая. В водопаде скупались. Хоть как-то помыться. Неописуемо. Сейчас мы уже проехали больше 2000 километров от дома. Ой, тут кто-то ходит. Больше 2000 километров. Сейчас направляемся в деревню Ташанта, которая граничит с Монголией. Будем направляться в сторону Монголии. Будем останавливаться здесь попить воды, посмотреть, пофоткаться около водопада. Какая красота, какая. Это вот красные глины называется. Действительно, если посмотреть, вон глина, ой, горы красного оттенка. Такое вот место. До поселка Ташанта, который находится на границе с Монголией, мы ехали еще примерно 180 километров, наблюдая за окном машины все более завораживающие пейзажи.
бесконечная, бесконечная красота. Говорят, что иногда один день в путешествии дает больше, чем 10 лет жизни дома. Ну как с этим не согласиться? Ближе к вечеру мы пересекли границу с Монголией. На границе нам повезло. Один из пограничников попросил нас подвезти его до ближайшего города. И за это он нас пропустил без очереди и лишних волокит через КПП. Кстати, монголы почему-то не говорят ни на русском, ни даже на английском. Как мы поняли просьбу пограничника? Очень просто. Он оказался казахом. А казахский и татарский, на котором, как вы уже поняли, я хорошо говорю, очень похожи. Мы находимся на территории Монголии. Мы проехали город Улги, поели там. Первый раз за 3 суток поели горячую шурпу, пообедали в ресторане. Правда, в ресторане, и отдали за это. Там суп Сережа ел с мясом. Я там суп-пюре, чай мы пили. 240 рублей отдали. Вот. Сейчас направляемся в сторону города Ховар, что ли, называется. Началось наше большое путешествие по Монголии. Будем изучать Монголию. День был очень длинный. Солнце уже опустилось за горизонт, когда мы почувствовали такую усталость, что практически даже не ломали голову, где переночевать. Мы просто свернули с дороги на берег озера и легли спать. А перед глазами еще долго мелькали вершины заснеженных пиков Алтайских гор. Какие просторы Монголии. Красота. Тут, интересно, водятся рыбы? Или пробили. Мы долго ехали к этой речке. Красота. Мы въезжаем в Улан-Батор. Каким надо быть упортом? Там, короче, впереди песчаная буря. Я мечтала подойти к юрте. Здравствуйте! Ой, аж ноги трясутся, ничего себе.